однажды. Вот и наступил этот день. День финальной встречи с нашими замечательными участниками телепроекта «Званый ужин в Канаше» номер 4. И по традиции мы начинаем нашу финальную встречу с исполнения нашего гимна, посвященного телепроекту «Званый ужин в Канаше». Итак, участницы, девочки, мальчики. Званый ужин прошел, как волшебная песня, часть детства дружил. Этот праздник чудесный, посидеть за столом и развлечься немного, оценить весь процесс, а ведь баллов так много. Наш званый ужин собирал вечерами всех друзей у экрана поболеть за нас. Главная дружба и общение с друзьями. Званый ужин дружил нас не на день, навек. Смущало порой нас волнение немного, но увлекшись игрой, улыбались с экрана Любовь Абузель и Денис и Виталий. Удивили всех, сделать все гениально. Наш званый ужин собирал вечерами всех друзей у экрана поболеть за нас. Главная дружба и общение с друзьями. Званый ужин дружил нас не на день, навек. Браво! Вы еще трезвы. Молодцы. Замечательные участники. А мне сегодня предстоит очень приятная миссия. Мы будем сегодня награждать наших участников и победителей телепроекта «Званый ужин». И, пользуясь случаем, я хочу от себя лично поблагодарить наших главных спонсоров, которые помогли провести вот этот званый ужин. И в первую очередь, конечно, я выражаю огромную благодарность генеральному спонсору нашего телепроекта ООО «Гранит Плюс», магазин «Чайка», Петрову Сергею Васильевичу. Рядом со мной сидит очаровательная девушка, хозяйка салона парикмахерской «Королева». И это Екатерина Юринова, которая сегодня, кстати, сделала мне вот такую шикарную прическу. И она является также нашим спонсором. И она для наших участников приготовила сертификаты, которые она тоже вручит нашим замечательным участникам. А также хочу выразить огромную благодарность салону цветов, магазину «Фиалка», где есть огромнейший выбор этих цветов. И этот магазин, салон-магазин, работает 24 часа в сутки. В общем, вот такие у нас спонсоры. И от этих спонсоров будут вручены сегодня нашим участникам замечательные подарки. А также, пользуясь случаем, я хочу, конечно же, упомянуть нашего спонсора, который предоставил нам замечательное заведение «Прованс», которое находится на улице Железнодорожная. Хозяйка этого заведения «Прованс» Маркова Ирина Юрьевна. Мы ей тоже выражаем огромную благодарность за предоставление этого помещения и также за то, что она согласилась стать спонсором нашей передачи. Спасибо. Итак, да. И я думаю, что мы сейчас просто все поблагодарим наших всех спонсоров. Ну, девочки, мальчики, спасибо большое. Желаю вам всем огромного здоровья и, конечно же, процветания вашего бизнеса. А сейчас я просто хотела, чтобы наши участники вспоминали какие-то моменты съемок. Что больше всего вам понравилось в нашем телепроекте? Какой след оставил телепроект в вашем сердце? Ну, во-первых, я сама даже не ожидала, что я буду участвовать. Я все отговаривалась, я говорила, нет, Гуль. Но потом как-то вот согласилась. И просто неожиданность
согласилась, и потом впряглась, и все пошло, и все пошло. И потом, в общем-то, вот мне понравились исполнители все, участники, все такие позитивные, все такие интересные. Каждый из них личность. Я как-то вот к оценкам я тоже как-то отнесся спокойно. Да, я тоже. Супруга, может быть, она как-то, вот, может, ее там где-то что-то она ждала, может, где-то больше, потому что основная нагрузка на ее плечи легла, сами понимаете. Да, понимаю. Я там еще после ночи что такое. А я вообще, знаете, нейтрально отношусь к этому. И об остальном вот могу сказать, что Любовь Михайловна, она гитаристка еще та. Но нужно учесть, что вот если сравнить, допустим, с Виталием Осиповичем, Виталий Осипович, он не специализировался в этой области. И я был настолько вот приятно удивлен, как он вот себя выразил и дистанцевал, и спел вот это все. Мне приятно смотреть было. Ну, если бы я в Канаше, вернее, если я до этого дойду, у меня всегда была мысль в Канаше открыть театр для взрослых. Ух ты, вот. Какие мысли у нас проскальзывают. Такой непрофессиональный, любительский даже хотя бы. Ну, нормально. Я обязательно что-то такое в этом стиле, наверное, какую-то вот постановку, и туда приглашу Виталия Осиповича. Это здорово, здорово. Это хорошо. У Нелли мне очень понравилось, что у нее все с шиком было сделано. Я, конечно, вот неприятно то, что вот со всех ног мне приходилось вот бежать. Я даже в магазин не успел забежать. Я вот буквально быстро-быстро переоделся. Ну, ты работаешь, у тебя, видишь, разносменная работа. Да, но тем более, наверное, вот было приятно сразу вот, представляете, с работы и раз в такую обстановку. Неля, а ты? Твои воспоминания о проекте? О твоем звании мужа? Честно говоря, говорю, я до последнего думала, не пойду на этот проезд. Ни в коем. Я игнорировала все твои звонки. Не бежайте ко мне. Я не брала телефон. Я думала, как-нибудь, может, от меня отделаются. Я не хотела вяжется. Ну и так не сказала. Оля, тебе нельзя отказать. Вот как подошла, да, ко мне. Я ни да не могу сказать, и нет. Вот у меня как-то между этим стою, думаю, господи, что сказать, не знаю. Помнишь, Оль? Я не могла сказать ни да, ни нет. И как-то мысленно, она как-то меня втянула в эту программу. И я как-то незаметно вошла в нее. Все, и так вот. Я вообще эту программу никогда не видел. Ни одну. Я тоже. Мне когда Гузель позвонила, я говорю, а что это такое? Ну, так вот, но я говорю, я никогда не видел, я не знаю, что это такое. Ну ладно, меня она не уговаривала, сразу говорю. На зло врагам, думаю, я соглашусь. Молодец какой. Согласился. Считаю, что программа очень позитивная, хорошая программа. И дай Бог ей жить, ну, сколько будет возможность. Чем вы нас всех, я думаю, вот это мое мнение, наверное, будет созвучно с вашим, то, что вы единственный выбрали одну тему, страну, название, одежду, музыку, танцы, то есть все в одном стиле выдержали. И когда мы вас увидели вот в этом одеянии мексиканском, это было такое чудо. Мы просто были ошарашены, впечатлены, насколько вы проявили выдумку, насколько вы к этому подошли творчески. То есть, ну, вы поразили нас всех. Но не только нас, и канадцев. У меня ведь вначале появилась песня. Потом музыка появилась. Я Луис Прима, артист, это знаменитый латиноамериканский певец. Потом думаю, музыка хорошая, как бы это все. А у меня знакомый есть поэтесса. Я к ней, Людмила Николаевна, вот так и так. Давайте-ка сочиним. И первый куплет, я не задумываясь, тут же выдал. Она, какой молодец. А я говорю, не знаю, почему так получилось. Ну, а последующие она тут. И потом мне подала стихи. Ну-ка, посмотрите, как они на музыку ложатся. Легли. Вот. Ну, а Луис Прим, он пел. Вот, ну, танцевали вы. Хорошо, вот так танцевали. Вот такие дела были. Очень здорово. Насколько Спасибо вам, что вы такие есть, что собрались. Действительно, компания хорошая была. У меня нет плохих слов.
Все было хорошо. Замечательный наш канал. Да. Я вот Гузель хочу пожелать, чтобы дальнейшее развитие вот, было, пусть у нее больше будет проектов и в других тематиках тоже, в том числе. Спасибо. А тут вот Что-то живое. как-то, да. Живое, Что-то да, живое. да. Пусть еще больше проектов. Люди Спасибо, интересоваться. Денис. Мне Будет кажется, замечательно. надо что-то вот как можно больше жителей вовлекать в жизнь Да, общественную, да. потому Это что, свое. чтобы, когда люди обособляются, остаются в одиночестве, это очень хорошая позиция, потому что, когда он один, вообще, говорит, человеку одному оставаться ни в коем случае нельзя, потому Да. что плохие мысли сразу приходят в голову, поэтому надо их вытаскивать, помогать, не знаю, может быть, вот таким участием в программе, Раскрывать. может быть, как, ну, что, у нас настолько талантливый город, талантливые такие жители, а показать их надо. Ну а сейчас, я думаю, настала самая приятная процедура. Это награждение наших участников. О, Канавской студии телевидения награждает почетной грамотой Лапину Любовь Михайловну за участие в телепроекте Да. «Звонуженка нашей 4» как самой обаятельной, жизнелюбивой, гостеприимной участницы и хозяйки дома. С результатом 230 баллов награждается наша Любовь Михайловна грамотой и вам диск о всех передачах, о всех званых ужинах, Спасибо которые были на большое. этом проекте. Спасибо за приглашение. О, Канавской студии телевидения награждает почетной грамотой Глущенко Виталия Осиповича за участие в телепроекте «Званый ужин Канаше номер 4» как самый креативный, талантливый, творческий участник и хозяин дома. Вам также грамота Спасибо. 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 и это, Виталий. Спасибо. 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 У Виталия Осиповича 240 баллов. Почетной грамотой о Канавской студии телевидения награждает Сорокина Дениса за участие в телепроекте «Званый ужин Канаше номер 4» как самый остроумный, талантливый, веселый участник и хозяин дома. Денис, вручаем тебе. Спасибо. И, пожалуйста, тебе диск. Спасибо. И у Дениса 260 баллов. О, Канавской студии телевидения награждает победителя телепроекта «Званый ужин Канаше» Сатрудинову Нею как лучший кулинар, как гостеприимная и очаровательная хозяйка дома с результатом 270 баллов. Ура! Вручаем тебе, Нонечка. Спасибо. Но на этом мы, конечно, не заканчиваем. Дальше приятный момент вручения призов нашим дорогим участникам. ООО «Гранит Плюс», магазин «Чайка», руководитель Петров Сергей Васильевич предоставил нашим замечательным участникам свои призы. Победительнице вручается приз. Принимай, пожалуйста, подарок. Это хозяйке всегда пригодится, всегда нужная вещь. Теперь буду часто приглашать. Награждается. Это для выпечки пирогов. Так что будьте меня всегда в гостях. Так, награждается Виталий Осипович. Пожалуйста, к вам. Спасибо. Любовь Михайловна, вам. Спасибо большое. И тебе. От себя хочу выразить огромную благодарность Петровым, семье Петровых и Альбине Алексеевне и Сергею Васильевичу за оказанную помощь и за участие в нашем телепроекте. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними. А также я хочу пожелать от себя лично и от наших участников крепкого им здоровья, здоровья их детям, внукам, а самое главное – процветания их бизнеса. Ну и следующий Приятно. спонсор, который хотел наших участников наградить своими призами, это хозяйка салона «Парикмахерская Королева», наша Екатерина Юринова. Пожалуйста, Катя. Она хочет вручить нашим участникам свои сертификаты. То есть наши участницы и участники могут прийти в парикмахерскую в любое время, и Катя им предоставит свои услуги, какие у них есть. А это покраска волос, стрижка, укладка, прическа, которую у меня, видите, это тоже там сделано, и маникюр. Все, что вы хотите сделать, увидеть себя красивыми, можно все это сделать именно в этой парикмахерской. Советую вам обязательно, дорогие канашцы, сходить туда и преобразиться.
Итак, Катя, вручаем призы. Буду очень рада вас видеть. Очень будет приятно с вами поработать со всеми. Это вам. Спасибо. Спасибо большое. Сделать вас красивыми. Спасибо. Спасибо. Лицо. Еще красивее. Еще красивее. Хозяйка салона царица Екатерина, да? Да. Огромное спасибо. Спасибо большое, Катя. Я надеюсь, что парикмахерская королева по достоинству займет свое ведущее место среди парикмахерских города. Конечно. Так, Будем всем рады. пожалуйста, Кать, присаживайтесь. А сейчас я хотела бы сделать вам, мои дорогие участники, поощрительные призы. Хочу сказать, что первая участница у нас была Любовь Михайловна. Первому всегда сложнее, потому что как проведешь ты званый ужин, на тебя будут равняться. Поэтому я хочу сказать, что Любовь Михайловна проявила смелость, Мужество. отважилась первой принять наших гостей на своем званом ужине. Пожалуйста, Любовь Михайловна, вам поощрительный приз. Спасибо. Я рада, что с моей легкой руки у всех еще лучше Да. всё получалось. Хочу вручить также поощрительный приз Виталию Осиповичу, как человеку очень креативному, который выступил в роли танцора, музыканта, певца и рассказчика хорошего. Просто обстановка, которая была на званом ужине у Виталия Осиповича, была самая, мне кажется, очень остроумная, веселая, зажигательная, интересная. Виталий Осипович, это вам Спасибо. поощрительный приз. Спасибо. И Спасибо. еще хотела бы вручить вот вашей супруге Марине Степановне небольшой презентик. Спасибо. Передам. Она вам привет всем передает. Спасибо большое, конечно. Ей крепкого здоровья желаю. Да. Ну и, конечно, поощрительный приз, конечно, я хочу вручить Денису. Во-первых, его детишкам, которые так хорошо встречали наших участников. Вот, Денис, всем троим красавицам. И, конечно же, Свете. Пусть Света вспоминает приготовление званого ужина, как это ей все удалось, ну, конечно, вместе с Денисом. Нашему победителю, Сатрудиновой Нелли, вручается денежный приз от наших спонсоров. Нелечка, прошу тебя. Самый главный приз, который вручается победителю помимо призов. И еще вручается денежный приз. Поэтому, дорогие канаши, участвуйте. Спасибо. Ты украсил наш проект. Я очень благодарна салону цветов магазин «Фиалка» и надеемся на их также дальнейшее сотрудничество. Огромное спасибо, здоровья им всем и, конечно же, процветания бизнеса. Спасибо. А я, дорогие канашцы, призываю вас еще раз, это я делаю постоянно на каждом званом ужине, принимайте участие, когда мы проводим этот телепроект. Побольше участников. А я, дорогие канашцы, прощаюсь с вами. Желаю вам всем, во-первых, крепкого здоровья, потому что без здоровья нам никуда. Желаю вам всем отличного настроения, несмотря на хмурую погоду. Желаю вам всем тепла в ваших квартирах, домах. Желаю здоровья вашим детям, вашим внукам. И желаю вам любить друг друга. А еще хочу сказать, что этот телепроект дал очень многое. Я надеюсь, что наш телепроект дальше пойдет по экрану нашего канадского телевидения. И мы будем намного добрее, будем намного человечнее. Так хочется все-таки нам в такое тяжелое время, в трудное время, оставаться людьми. Чему я и призываю вас. Прощаюсь с вами, говорю вам, до скорой встречи. Я вас очень всех люблю. И надеюсь, что мои участники званого ужина тоже присоединятся к моим словам. До свидания, до скорой встречи. Пока.